Первое упоминание этнонима «кыргыз». Китайский историк Сыма Цянь 145-86 года до нашей эры в своем труде «Ши Цзы. Исторические хроники. Первый век до нашей эры» сообщает, что в 201 году до нашей эры правитель хунов Шаньюй Моде направился на завоевание соседних северных и северо-западных территорий. В этом походе он подчинил себе некоторые независимые племена – гяньгуней, динлинов, синли. Учеными полностью доказано, что гяньгунями – гэгунь, цигу, кыгу и другие варианты китайцы называли древних кыргызов. Эти сведения, являясь первым упоминанием этнонима «кыргыз», имеют огромное значение для исторической науки и истории Кыргызстана. Согласно этим данным, кыргызы были уже в III веке до нашей эры и имели собственные владения. Таким образом, этноним «кыргыз» является самым древним из всех современных названий народов, происходящих от общих тюркских корней. Тюркские этнонимы узбек, уйгур, казах, туркмен, татар, башкир и другие появились гораздо позднее. Споры вокруг сохранившегося с древнейших времен этнонима «кыргыз» не утихают в научной среде многие годы. Вместе с тем уже очевидно, что ключ к расшифровке термина заложен в самой основе тюркского языка. Кроме того, необходимо помнить о заметном расхождении между народной этимологией и научными вариантами трактовки значения этнонима. Своеобразным отражением и закреплением в народной памяти исторических событий, оценки тех или иных деятелей является произведение исторической фольклористики, былины, сказки, песни и так далее. Чаще всего попытка народа объяснить значение этнонима «кыргыз» встречается в легендах. Народные легенды возводят этимологию слова к сочетаниям слов «кырк» — 40 и «кыз» — девушка, потомки 40 девушек, слова «кырк» — 40 и этнонима «огуз» — союз 40 агузов, а иногда слово «кыр» — скала, гора и этнонима «огуз», то есть агузы из горных скалистых местностей. Ученые, расчленяя этноним «кыргыз» на составные части и используя лингвистические и ономастические методики исследования, выстраивают самые разные варианты происхождения и трактовки слова. Приведем некоторые из них. Кырк и юз, кырк-джуз — 40 сотен. Кырк и эр, кырк-киши — 40 человек. Кара и гыз — черноволосый народ. Кыргу — кырк плюс суффикс множественного числа «ыз». Кырк и огуз — 40 агузов, точнее южные или западные агузы. Кыргын, кыргыт, кыргыз — светлолицый, голубоглазый народ. Кыргыз, кырылгыз — неистребимый, возрождающийся, постоянный, непобедимый. Широкая распространенность названия «кыргыз» у средневековых кочевников от Енисея до Урала позволяет думать, что оно, как и название «саки», в древние времена означало понятие «храбрые и отважные люди». В связи с этим вполне реальным могло быть предположение, что большинство кочевых племен старались называть себя кыргызами. Когда-то кыргызами называли всех кочевников, живших на территории Азии. Таким образом, этноним «кыргыз», возникший как самостоятельное название рода или объединение родов, в последующем превратился в общее название многих народов Центральной Азии. Древняя родина кыргызов. В исторических письменных источниках, начиная с III века до нашей эры, приводятся разные мнения относительно прародины кыргызов. В труде Сыма Цяня есть упоминание о кыргызах, однако автор ничего не говорит о месте их расположения. Одни считают родиной кыргызов Енисей, другие – район озера Хыргыз-Нур, Кыргызское озеро, в современной северо-западной Монголии. Последняя точка зрения долгие годы считалась наиболее приоритетной в историографии Кыргызстана. В сочинении Ханьшу «История династии Хань» древний китайский историк Баньгу, I век нашей эры, писал: «Ставка Шаньюя хунов расположена в 7000 ли, одна ли составляет около 500 метров к востоку от кыргызов». Опираясь на эти сведения, археолог профессор Худяков, синолог Боровкова и современные кыргызские историки утверждают, что прародиной кыргызов в I веке до нашей эры был регион восточного Тенир-Тоо, территории севернее городов Манас, Харашаар, современного восточного Туркестана, а также севернее горного хребта Боро-Хоро. Издревле соседями кыргызов считались тюркские народы хунны, усуни, динлины, а также относящиеся к группе индоевропейских племен восточного Туркестана юэджи или тохары.
Территория обитания предков кыргызов представляла собой богатые и благодатные земли, позволяющие кочевникам заниматься скотоводством, земледелием, ремеслом, обработкой металла, ювелирное дело, плотничество, обработка кожи, изготовление войлока, ткачество, а также развивать охотничий промысел, военное дело и другое. В середине I века до нашей эры предводитель хунов Джичи укрепил свою армию храбрыми кыргызскими воинами и с их помощью завоевал племена, проживающие в районе Минусинска на Енисее. Считается, что именно тогда основной костяк кыргызов поселился на своей новой родине. Таким образом, кыргызы после III века до нашей эры входили в состав единого и могучего объединения хунов. Можно уверенно говорить об одном – их развитие происходило под непосредственным и активным влиянием первого мощного государства кочевой цивилизации. Для империи хунов, как государства разнородных этносов, было характерно активное взаимопроникновение культур, обычаев, традиций древних тюрок и формирование единой языковой общности. Кыргызы переняли у хунов опыт политического. В средние века кыргызы по древней традиции продолжали делиться на 3 группы – правое и левое крыло, группу ичкилик, а также военного управления. Оказавшись в политической орбите хунов, кыргызы выступили их союзников в военных действиях против Китайской империи. С этой точки зрения заслуживает более пристального изучения предположение, что именно к эпохе господства хунов в Центральной Азии восходят истоки героико-исторических достанов кыргызского народа. Кыргызы в первой половине I века до нашей эры. В 99 году до нашей эры, в период правления Шаньюня Цзэдихуэ, китайские войска вторглись во владение державы хунов, однако были разгромлены. Известный китайский военачальник Ли Линь, оказавшийся среди пленников, дал согласие служить хуну, так как в Китае его ждала неминуемая смерть. В 90 году до нашей эры возглавляемый Ли Линем кыргызский отряд, присоединившись к крупным силам хунов, участвовал в битве против китайских войск у горы Яньжань близ Ханганской гряды. На стороне хунов, кроме кыргызов, сражались динлини и турпанцы. Союзники разгромили большую армию ханьской династии. Тема совместного освободительного похода против экспансии Китайской империи нашла свое отражение в известном кыргызском героическом эпосе «Манас». Причем его сюжетные мотивы, повествующие о чистосердечном служении Алмамбета, китайца по происхождению, кыргызам и тюркам, удивительно созвучны реальным историческим событиям, связанные с Лилинем. Кыргызы были надежными вассалами державы хунов вплоть до 60-х годов до нашей эры. Правитель хуну управлял кыргызами через своих наместников. Во время восстания 71 года до нашей эры племен Усуни, Динлинов и Ухуаней против хуну кыргызы были на стороне последних. Более того, как органическая часть государственной системы хуну, кыргызы всячески проводили их политику. Первое независимое государство кыргызов. Воспользовавшись ослаблением центральной власти и политической раздробленностью державы хунов, кыргызы добились в 56 году до нашей эры суверенитета и политической независимости. Их владения занимали северную часть восточного Тинир-Тоо, территории между хребтом Боро-Хоро и пустыней Дзосотинь или Сун. Именно с этого года в письменных источниках впервые начинают упоминаться сведения о Кыргызском царстве. Древнекитайский историк Баньгу назвал объединение кыргызских племен термином «го» – «царство». Географическая обособленность небольшого владения древних кыргызов позволила им на несколько лет выпасть из поля зрения хунов и стать основой для возникновения кыргызской государственности. Только в 49 году до нашей эры правитель северных хунов Шаньюнь Джичи покорил располагавшееся в окрестностях современного города Манас царство Удзи, а затем Кыргызское царство и его северных соседей Динлинов. Пробыв некоторое время на земле кыргызов, Шаньюнь Джичи продолжил свое движение на запад, так как заключил союз о мире с царством Каньгюй. Некоторые исследователи считают, что отдельные группы кыргызских воинов принимали участие в этих походах с 48-42 годов до нашей эры и доходили до Таласской долины. Кыргызы в I-V веках нашей эры. В этот период кыргызы расселялись в восточном регионе Тинир-Тоо. Китайские источники упоминают, что кыргызы были соседями политического объединения тюркских племен Телес и обитали севернее Яньциня, Карашар, близ Актоо. А некоторая часть динлинов и хуну в этот период слилась, ассимилировалась с кыргызами. В V веке кыргызы, как и телесы, вели борьбу с нахлынувшими из северного Китая жуанями, жужуни, то есть авары, но в конце концов были вынуждены покориться им.
Об этнической близости кыргызов с тюркским племенем Ашина Лютый говорит и приводимая в китайских источниках легенда о происхождении кыргызов от потомков мифической матери всех тюрок Балчицы. Волк, барс, олень были священными тотемами кыргызов. Как и другие тюрки, кыргызы издревле поклонялись божеству неба Тенир, земле, воде, звезде Чолпон, луне, огню. Таким образом, на длительном пути своего исторического развития кыргызы не только были вовлечены в объективный процесс взаимопроникновения тюркских племен Центральной и Средней Азии, но и сами ассимилировали часть представителей других нетюркских народов.